Якутскому телевидению ровно 60 лет. За эти годы изменилось многое. Стала сложнее техника, шире сетка вещания, появились целые династии телевизионщиков. Одни из них – герои сегодняшнего выпуска. Литературный редактор Валентина Чусовская и ее дочь, режиссер Светлана Кан, отдавались работе неистово, окунаясь в телевизионную рутину с головой. У обеих путь на телевидение произошел мистическим образом, когда все переплеталось тайными знаками, совпадениями и предопределенностью, о которых ни одна, ни другая даже не подозревали. Клубок случайных стечений обстоятельств распутался не сразу. На это ушло не одно десятилетие. Как-то все в жизни случайно, и все пропитано не случайно, вот этими случайностями. И как-то, вот знаете, смешное, серьезное и трагическое в жизни все сплетено. Раньше я была уверена, что это случайность, которая привела меня туда. А сейчас я прослеживаю такие штрихи, такие нюансы в нашей жизни, которые вот через всякие пути привели нас к телевидению. Валентина Александровна Чусовская – личность разносторонняя. Едва ли можно выделить что-то одно, но не представить ее в разных ипостасях невозможно. Она и литератор, и преподаватель, и философ, и театральный критик. Все ее мысли и знания, накопленные за годы творческого пути, отображены в авторских трудах, в которых исследуются проблемы театральной эстетики в контексте философии искусства. Кроме этого, Валентина Александровна 15 лет своей жизни посвятила тележурналистике. Так, за цикл видеофильмов «Во имя жизни» и за серию документальных теле- и киноочерков наша героиня получила высокую оценку и стала обладательницей республиканской журналистской премии «Золотое перо». Что объединяет таких разных и в жизни, и в творчестве людей? У Николая Егорыча есть такие строчки: «Природа вся целиком, во все времена года, неизменно мила сердцу того, кто родился и живет в ее окружении». И еще такие: «Горячая сыновняя любовь к родной природе, к родному краю способствует здоровому нравственному развитию человека, вселяет в него бодрость, побуждает к творчеству». Владимир Михайлович сказал об этом по-своему. Прекрасна жизнь, прекрасна. Не побоюсь высоких слов, они от повторения не потеряют смысла и значения, и в старости я юным остаюсь. Прекрасна ты, о таяние снегов, когда природа жаждет обновиться. О листопад, лесная огневица, прекрасен ты в преддверии зимних снов. И дождь, упавший с неба на поля, и ветер, просвистевший над поляной, и запах мяты, истовый и пряный. Прекрасны чудеса твои, земля. Когда человек заинтересован своим делом, то для него не существует вот каких-то условностей. Кого-то он принимает, кого-то не принимает, да? Вот есть общий интерес. И вот в этом человек отдает себя всего. Работа — это образ жизни. И все ее герои — это или люди, с которыми она много работала, или ее друзья уже впоследствии стали, да? Это люди, которые ее очень интересовали как художники, да? Ну, много раз музыканты, режиссеры — это люди, которые ее очень интересовали. Причем интересовало то, чем они занимаются по-настоящему, глубоко. На каком-то этапе, возможно, ее работы было слишком много в нашей жизни, да? Она все время была на работе, все время на работе. Мы собираемся там 8 марта, 9 мая. Она может сказать, что у меня запись, и это действительно так. Они шикарный видеофильм сделали, сколько-то там фильмов, 9 что ли фильмов к 9 мая с Галиной Иннокентьевной. Я даже никогда не оценивала ее работу, настолько она была априори для меня высоко очень стояла.
Вот вы знаете, у вас судьба, все-таки вы сильные люди, и вы пришли к своей цели, вы достигли своей цели, ваша мечта сбылась. Но ведь война оставила какие-то раны. Извините, что я, в общем, больные вопросы задаю, но все-таки что в вашей личной жизни не сложилось из-за войны? Ведь вы были молодые, влюбленные, вы мечтали ведь о счастливой жизни, и вдруг такое событие. Ну, не сложилась моя мечта. Я не стал учителем. Потому что после демобилизации из армии в 1947 году, в июле месяце, когда я возвратился из армии, меня сразу взяли в райком партии на работу, на должность штатного пропагандиста. С тех пор я стал партийным работником до первого секретаря Мгинского райкома партии. Светлана, дочь Валентины Александровны, с детства была пронизана духом телевидения. Не мудрено, что она пошла по стопам мамы, правда, в несколько иной роли. Судьба режиссера на телевидении сложна. Каждый режиссер хочет творить, что-то делать, ну так же, как и не режиссер, да. Но если редактор поймает свою тему, его жизнь удалась на телевидении. А режиссер, он более зависим от всего. От того, что он не может только с одним автором работать. Нужно обязательно еще там или эфиры выдавать, или там с двумя авторами работать. Мне безумно нравились проекты, хотя я их очень боялась. Это прямые эфиры с различными включениями, мосты и прочее. То есть, когда несколько точек, это 2-3 точки, плюс еще кто-нибудь где-нибудь там сидит включение, плюс еще гости в студии, еще запись. С одной стороны, кажется, что набей руку и все нормально. Но нет. Это вот пока ты этим не пропитаешься весь, пока у тебя вот сердце не застучит в горле, ты не сможешь этого сделать. И, наверное, каждый, вот, кто работает на телевидении, вот это чувство, ну, просто лелеет в себе, что ты весь в эфире. Ты как рыбка в аквариуме плаваешь именно в момент эфира. Это здорово просто. Все начиналось с молодежной редакции. Я немножко там поработала. Это Костя Федоров. Вот. Мы с ним несколько проектов сделали. Долгое время мы работали с Аллой Кондратьевой. Настолько трудоспособный человек. Тоже, вот, наверное, работы в ее жизни было очень много. Алла, несмотря на то, что она работала в политической редакции, ее всегда тянуло к каким-то лирическим, романтическим проектам. И мы что-то умудрялись сделать. Немножко, но что-то где-то, может, это сюжет в передаче о ком-то, да, что-то у нас вот как-то получалось иногда. И как-то вот мы с Леонидом Мордосовым решили сделать музыкальный проект, который длился, знаете, лет 10. У нас были гости, различные музыканты, исполнители, авторы. И мы как-то вот просто кайфовали на этом проекте, что он, что я. На проекте «В мире музыки» Елена Татаринова, музыковед, ну, просто для нас она была находкой. Жанна Мудрова исполняла джазовые композиции, преподавала джаз долгое время. Вот. Эти люди, конечно, они спасли нашу программу и сделали, я думаю, ее яркой. Ярче, чем она могла бы быть без них, гораздо. То есть это такие цельные люди. Музыкант, он уже актер, он уже должен что-то сказать. Даже юный музыкант, он выходит на сцену и играет произведение. Все, он исполняет его, он что-то говорит. Это же формирует личность. Вот этим они меня очень прям привлекают. Я не имею музыкального образования. Видать, просто повезло. Я, наверное, музыкальный человек. Ученые уже много лет пытаются найти так называемые гены музыкальности. Однако идентифицировать их задача, как оказалось, достаточно сложная. Поэтому методы расшифровки геномов пока только на стадии разработки.
Но наши героини, кажется, в этой области кое-что нащупали. Как ни странно, нас не то что не готовили, мы и сами не думали и не мечтали, что будем работать в сфере культуры, искусства. Вот планка настоящего искусства была так высока, это от отца, мама все время говорила, девочки должны заниматься музыкой. И у нас никогда, вот что интересно, при том, что у мамы брат был актер Смоленского театра, и он часто водил ее на сдачи спектакля, на такие показы предпремьерные. И она хорошо чувствовала и любила театр. Несмотря на то, что она инженер-экономист и занималась все время вот такими техническими делами, экономикой, у нее было с самой молодости всегда замечательное собрание пластинок. Сначала вот этих стеклянных для патефона. Вот, там были и риориты, и все эти танго, фокстроты модные тогда. Потом мама собирала и слушала много классики. В Новосибирске она собрала великолепную коллекцию «Тысяча лет оперы». Она очень любила театр. Я просто думаю, что вот бабушка моя, то есть мамина мама, скорее всего, была из сферы искусства. Мы не знаем хорошо о предках историю маминых родителей, поскольку они были в молодости вот репрессированы. Маме было очень тяжело, она переживала сильно. Мама не любила и не хотела говорить, потому что это было запрещено. Нельзя было распространяться о врагах народа и так далее, несмотря на то, что они были реабилитированы официально и все такое. Но вот это, конечно, драма нашей семьи. Драма, потому что когда ты не можешь и думаешь о том, что вот мама была лишена такого материнского тепла с 10 лет и так далее, конечно, тяжелое переживание. Но я хорошо представляю себе по ее рассказам, что дедушка мой, то есть ее отец, Яков Кришевич Кестер, он был авиационным инженером. У него было, конечно, аналитическое направление его интеллекта развития. А мама, пишется, что бабушка, значит, Элли Адамовна была домашней хозяйкой, во что я совершенно не верю. Вот не верю. Однажды она как-то сказала, это совсем, может быть, за год до ее ухода. Что-то мы заговорили о музыке, о танцах, и она сказала, кстати, она очень хорошо танцевала, и отец тоже, они вальсировали, вот только вообще, как будто бы учились этому. Мама сказала как-то вот так, а у нас ведь и балерины в роду были. Я так оторопела и думаю, о ком она, интересно, это говорит. Мне даже мысли сначала не пришло в голову, что это может быть о бабушке, а теперь я думаю, что, наверное. Потому что у мамы была такая пластичность, легкость. Она была очень такая стройная, у нее была удивительная походка. Я помню, как я в Нюрбе маленькая была, мы идем с ней по тротуару, такому деревянному, не очень комфортному, но тем не менее по тротуару. И я чуть-чуть отстала, и я смотрела, как мама ставит ножки. Она так, как балерина ставит, так носками во внешнюю сторону чуть-чуть. И мне это так нравится, я иду сзади и начинаю топать, и так, как этот маленький клоун, выворачивать ноги и ходить вот так вот. Мама говорит, что ты там делаешь? Я говорю, я хочу ходить, как ты. Она смеется, конечно, ничего не рассказывает и так далее. Может быть, конечно, это все и мои выдумки, но я сейчас вот смотрю, при жизни мы этого не замечали, а я сейчас думаю, откуда? Столько музыки, столько танцев, вот это пианино. Я знаю, что мама любила аккордеон слушать. И вот все, откуда это? Это же мамино все. И когда я сейчас вспоминаю, что в доме было много музыки, прекрасные приготовления, что были пироги, что были торты, что была фаршированная рыба, я думаю, когда это все успело быть? Мама все время училась после работы, она сидела за письменным столом, дома было тихо, гости нам приходили очень мало, она училась, писала. И когда-то, видимо, успевала все это делать. И выясняется, что весь этот праздничный каскад, папа, наверное, обеспечивал его стабильность, а создавала его мама. Присутствие мамы
как вот, скажем, сидеть, обнимать, на коленях быть. Ну, бывали такие, конечно, моменты, но теперь я понимаю, это присутствие было в том, что в доме была легкая атмосфера. Папа читал вслух, они любили Твардовского оба, и папа там читал поэмы разные, таким торжественным голосом. Ну, мы там своими делами занимались. Но как-то это было, оказывается, это было счастье. Это, мы-то думали, что это естественно, что это у всех так, и нормально. Нет, жизнь меня не обделила, добром своим не обошла. Всего с лихвой дано мне было в дорогу света и тепла, и сказок в трепетную память, и песен стороны родной, и старых праздников с попами, и новых с музыкой иной. И будто дело молодое, все, что затеял и слепил, считать одной ничтожной долей того, что людям должен был. Зато порукой обоюдной любая скрашена страда. Еще и впредь мне будет трудно, но чтобы страшно никогда. Мама говорила, ну что ты боишься, если что-то там ответственное, что-то надо делать? Она говорит, в жизни всегда надо идти навстречу своему страху. И вот я потом у Паустовского читаю: «В бурю держи нос лодки навстречу волне, иначе захлестнет». И юная Валентина шла наперекор ветрам. Правда, не всегда это получалось, ведь в молодости кажется, что ты всегда прав. Однако в жизни ветер перемен бывает настолько сильным, что порой заставляет выбранный тобою вектор поворачивать совсем в другую сторону. Я поступала в Институт инженера водного транспорта на механизацию оборудования морских и речных портов. То есть ни о каком искусстве, театре, телевидении, не дай бог, вообще никаких мечт не было. Вообще. Другое дело, что я вот толком не знала, почему я пошла на инженерную специальность. У меня с математикой было неважно. Я пошла просто потому, что экзамены можно было сдавать после 10 класса здесь. И если не поступишь, то и зря не мотаться. А поступишь, так хорошо в Ленинграде там пожить, да, поучиться. Вот такое легкомыслие. Но зато для меня это был хороший жизненный урок, потому что я там чувствовала себя дискомфортно. Я не была мотивирована, я занимала чужое место, я это чувствовала. Что дал Ленинград? Я соприкоснулась с настоящим искусством, с настоящей архитектурой. Потом каким-то странным образом я чувствовала, что я необразованный человек, и мне обязательно надо знать вот мифологию. Почему я вот этого не знаю? Древнюю Грецию. Ну вот как-то почему-то мне казалось, что я обязана это знать. Почему, не знаю. И встретив объявление в Эрмитажном театре, курс лекций по древнегреческой мифологии, я купила, я побежала, я ходила. Правда, меня постигло такое разочарование, я ничего не запоминала. Боже мой, эти боги, кто кому кем приходится. И вообще, что это? Я сейчас понимаю, мифологию в советское время не могли дать так, как она есть, потому что это же зачаток религии, это мистические такие дела. И поэтому, если ты не понимаешь, что заложено в мифе, ты его никогда не запомнишь. Но я тогда этого не понимала, ходила, слушала, сетовала на свою такую неспособность. Ну, а потом с 3-го семестра, когда я завалила один экзамен, но другой не была допущена, меня вызвали в деканат, и такая очень мудрая женщина, я до сих пор помню ее лицо, обаятельная, пожилая уже, всю жизнь проработавшая секретарем в деканате, она посмотрела на меня так, как бы это сказать, не то чтобы скорбным взглядом, а таким, с одной стороны, сочувственным, а с другой стороны, таким спокойным взглядом, что ли, или каким-то, и сказала: вот я посмотрела вашу зачетку. Вот посмотрите, иностранный язык – хорошо, история – хорошо, там исторический материализм – хорошо, а дальше смотрите, математика удовлетворительный, там химия удовлетворительный, что-то там еще. Она говорит: вы разве не чувствуете, что вы гуманитарий? Вам не надо в техническом вузе учиться. И вдруг я поняла,
какую ошибку я совершила, самую главную. И в то же время, как здорово, что вот этот человек мне сказал то, что мне надо было услышать. Этот город дал мне подзатыльник хороший. Человек должен идти по своему пути. Человек должен найти себя. Человек должен прикасаться к таким, ну, не знаю, святыням, что ли. В моей дальнейшей жизни это сыграло очень значительную роль. То, что я это все видела, то, о чем я позже читала, изучала, то, что я это чувствую, мне давало в моей профессии, как раз вот телевизионной, очень много сил. Все, что происходило с нашей героиней в Ленинграде, городе стремительного роста и развития, городе со статусом культурного и духовного центра страны, городе, неповторимого по своей красоте и внутренней гармонии, сформировало ее как личность. Но самое интересное и мистическое произошло позже, когда молодая Валентина, так и не получив чуждое ей техническое образование, вернулась в Якутск. И когда я приехала, я вспомнила, перед этим моим поступлением, перед отъездом в Ленинград, папа взволнован был тем, что я еду в Ленинград, в тот город, где в блокаду погиб его младший брат Георгий Чусовской, Гоша. Дядя Гоша, он был в составе той группы якутских молодых людей, которые, их было 34 человека, которые поступили в 1940 году в Ленинградский государственный театральный институт, ЛГТИ. А в 1941-м, значит, когда летом после первого курса, в июне, когда они собирались все отдыхать, ехать, и началась война, то им предложено было поехать домой, в Якутию. Но они, как один, отказались. Они сказали, что будут защищать Ленинград. Они все пошли добровольцами. Очень много погибло, только 7 девочек вернулись в Якутск. И у папы эта открытая рана была всю жизнь. У нас было вот это семейное предание про прекрасного вот мальчика Гошу, который вот так вот погиб. И вот отец сказал, если в Ленинграде, если будет что-то, хоть что-то, сразу домой, сказал он мне. И вот интересно, я сейчас все это так помню, и Ленинград в моих вот, ну, можно назвать исследованиях этой театральной студии так много места занимает. А когда я была там, я даже не сходила в этот вуз. Для меня это была такая древняя история. Мне казалось, это было когда-то до нашей эры. Когда-то вот где-то, я думаю, кто там это помнит? А там, между прочим, все время висели портреты, галереи целые тех, кто в блокаду погиб. И наши якутяне там тоже. Об этой истории Валентина Александровна вспомнит гораздо позже, спустя долгие годы, когда виражи судьбы приведут ее на национальное телевидение. И именно там произойдет встреча с еще одним удивительным человеком. Ну вот, проработав там уже много-много лет, ну как много-много, я всего-то 15 лет там работала, ну, может быть, через 10 лет, туда приходит работать в «Известия», по-моему, когда нас уже объединили с радиокомитетом, приходит работать Георгий Иванович Борисов. Журналист, переводчик прекрасный, красивый такой человек. И вот однажды он ко мне подходит и говорит, я учился в Ленинграде вместе с вашим дядей. Мы дружили. Я говорю, да. И для меня опять где-то далеко-далеко там был какой-то дядя Гоша, Ленинград, там студия. И он принес мне его фотографию. И вот этот Георгий Иванович мне, значит, хотел все рассказать, наверное. А мы же невнимательные к старшему поколению. Я с ним здоровалась, мило улыбалась, понимала, что это какой-то знаковый человек в моей судьбе, и все. Так вот, в году 2005, значит, Андрей Исаевич Борисов, Ефим Николаевич Степанов, мы собрались у него в кабинете главного режиссера
Сахатеатра, и нам дают поручение с Ефимом Николаевичем. Вот будем делать новую постановку пьесы Гоголева «В защиту прекрасного». Эта пьеса написана была, по-моему, в 80-е годы как раз об этих студийцах. Но она была с абстрактными персонажами. То есть это люди были с вымышленными именами, коллизии были какие-то документальные, какие-то нет, но это было полностью художественное произведение. И вот у Андрея Савича пришла в голову такая идея, там же и тетя Андрея Савича училась в этой студии, тоже погибла в блокаду. Там же и дядя Семена Ермолаева учился, тоже погиб в блокаду. Возникла идея сделать пьесу на более документальной основе. На основе которая, значит, рассказывала бы о реальной судьбе этих людей. И мы вот с Ефимом Николаевичем начали искать материал. Ну, подняли все публикации, газеты на русском, на якутском. И однажды Ефим Николаевич мне заходит с таинственным видом на следующее собрание и говорит: ты на телевидение-то, думаешь, случайно попала? Я говорю, ну вот совершенно случайно, совершенно случайно. Да нет, совсем не случайно. Я говорю, как это? И вот он мне открывает эту книжку Георгия Ивановича, который уже к тому времени умер, его уже нет. Но он оставил трилогию «Из света в тьму». И вот первая часть «Из света в мрак» читает мне и переводит. Как последний день его в Ленинграде перед тем, как его взяли вот эти НКВДшники. Он пишет, что он вышел на улицу, встретил там на улице своего друга Гошу Чусовского, который внимательно читал какую-то афишу. И он подошел и спросил: что ты читаешь? Да, говорит, это вот объявление, очень интересная лекция будет про телевидение. Первый сеанс передачи на расстоянии будут передавать какие-то, значит, кадры из Москвы в Ленинград. А, говорит, я засмеялся, Георгий Иванович пишет, что ты веришь это сказки? Кто тебе это правда скажет? А, наверное, из соседней комнаты кино покажут, скажет телевидение. А дядя Гоша говорит, нет, все-таки пойдем. Я пойду, говорит, это очень интересно, это наше будущее. Вот наше актерское будущее – это телевидение. А Георгий Иванович пишет, что я все-таки пошел, хоть и не очень-то поверил, но пошел. И действительно, он описывает этот сеанс, что стоял, вот, видимо, монитор, он пишет, такой экран, значит, что вот там полосило, что-то там, черточки, что такое. Потом вдруг появились люди, которые там пели, танцевали. Выходил какой-то человек, видимо, ученый, рассказывал нам про это. И говорит, мы шли обратно, у меня было недоверие. А Гоша был очень вдохновлен и говорил, вот увидишь, это техническое средство еще завоюет, значит, свое, и, значит, будет вот такое. А взрослых людей не могут обманывать. Что же они будут с нами играть, что ли, вот там, игрушки играть? И представьте себе, что вот эта встреча, моя встреча с Георгием Ивановичем Борисовым, автором этой книги, тогда, 10 уже к тому времени лет назад, может быть, или сколько, могла бы столько света пролить на этот материал, столько я могла узнать бы каких-то черточек, нюансов, потому что сейчас, когда я перечитываю его, вот эти воспоминания других, там, где хоть какое-то слово о дяде Гоше сказано, уже картинка возникает, ты уже понимаешь, какой это человек. И теперь мне не кажется, что это какая-то доисторическая тема. Это наша телевизионная, театральная судьба через какие-то гены, через какие-то поколения, через какие-то флюиды, через мистику какую-то. Телевидение и театр, они вот у нас вот так сошлись. Причем интересно, что у мамы-то тоже дядя актер. И оказалось, что всю жизнь, когда мы играли в театр, в теневой театр, устраивали всякие концерты домашние, понятия не имея, что мы идем к какому-то своему делу жизни, мы шли к нему. С одной стороны, это хорошо, когда все предопределено, но с другой стороны, в какой-то момент человек задумывается, а зачем, почему. Проходит время, и ты понимаешь, что в твоей жизни настолько все логично и, в общем-то, правильно, что хорошо, что не стоматолог, хорошо, что не строитель, инженер, да, а тот, кто ты есть на самом деле.
То, что я поступила на филологический факультет, это как данность была. У нас дедушка филолог, папа филолог, мама филолог, я филолог, дочка моя, ну, журналист-филолог. Лида единственный, наверное, в нашей семье человек, который получил профессиональное журналистское образование. Это был ее поступок очень взрослый такой, она очень хотела этого. У нее проект свой телевизионный тоже связан с детьми. Она делает программы вместе с ними, полностью погружена в процесс. Тоже очень, как сказать, работы в ее жизни много. Дочь Светланы, Лидия, закончила Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. Там же получила магистерскую степень по направлению документальный фильм. Сегодня молодой специалист в области журналистики снимает свой авторский познавательный телепроект для подростков, который выходит на телеканале «Смайлик ТВ». Также Лида является постоянным членом оргкомитета Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Когда искренне живешь своей жизнью, то становится все ясно. Что ты делал правильно, что ты неправильно делал. И потом вообще правильно-неправильно – это тоже же очень такие категории относительные. Делай честно свое дело, и будет так, как должно быть. Вот у Светы, я думаю, два предназначения. Одно вот это телевизионное, экранное, а другое, может быть, даже более мощное, это педагогическое. Вот эта волна учительская и преподавательская. И так сложилось в моей жизни, что после телевидения я попала в детский подростковый центр с удивительно энергичным и таким творческим руководителем Натальей Николаевной Петровой. И так вышло, что мне доверили студию телевизионную. Это просто какая-то фантастика. Это такая радость в моей жизни, еще одна. Сюда приходят дети, они сидят на диванчиках, лежат на пуфиках, но они так заинтересованы вот именно какой-то сказочной атмосферой телевидения. Ребята сегодня принесли вот такой костюм. Это гимнастерка, которую одевали в те времена летчики-перегонщики. Вот такая сумка была полевая, да? Чтобы карта не промокала, вот специально есть такое приспособление, кобура. Конечно, есть вещи, которые были просто восстановлены. Ну и самое главное, шлемофон, очки. Где бы вы ни были, на земле, в заснеженных просторах Сибири, я хочу сказать вам спасибо, низкий вам поклон, да хранит вас Бог. Это очень красивое ремесло. Как я говорю своим ребятам, художниками вы, возможно, станете когда-нибудь, но ремесленниками вы обязаны быть. Нужно изучить сначала то, чем ты занимаешься, уметь выявить главное. И вот этот азарт в жизни, когда есть, то тогда это круто. И вот, наверное, этим азартом мама нас всех заразила. Наверное, лет 10 ей было. Она же играла в студии. Она же чуть ли не 10 лет ходила в театральную студию. В старших классах она играла «Ночь», и вот она вышла на сцену, сначала идет вот так, как сказка, все такое, и потом Света выходит на сцену, у нее какая-то накидка такая черная, она ее так сбрасывает, какое-то такое типа такого танца какого-то, да, и что-то начинается, мы с мамой просто переглянулись в тишине. Это была очень хорошая актерская работа. Она была актрисой на сцене. Это было 30 лет назад. Тогда мы попали в водоворот отрочества. И нас подхватила почти юная с глазами Ассоль Ольга Никитична Андреева, руководитель театральной студии «Синяя птица». И наше детство стало необыкновенным. Сколько было поставлено. А зори здесь тихие, «Синяя птица», «Мальчишки-бальчиш», «Ночь после выпуска», «Оловянные кольца», «Маленький принц». Всего и не вспомнить.
И сейчас вот спустя столько времени, они же собрались, эта студия, они же уже 3 спектакля сыграли, они дважды в Москве на фестивалях были. Света там в Чехове сыграла, Ионеско сыграла главную роль. И вот мы собрались 30 лет спустя, начали репетировать. Не знаю, чего больше в нашей встрече – желание играть на сцене или вернуть ощущение детства. По сути, ощущение игры всерьез. Выбор пал на пьесу Эжена Ионеско «Лысая певица». Началась непростая работа над постижением смысла пьесы, поиском образности. И она сказала: нет, нет, 4 нет, я не ваша дочь. Сикстин! Севентин! О, 9 часов! Мы сегодня ели суп, картошку с салом, рыбу, английский салат. Дети пили английскую воду. И все потому, что мы живем в окрестностях Лондона. И наша фамилия Смит. Вы смогли абсурдность жизни выразить с таким изяществом. Актеры великолепные. Мне очень понравилось. Главное, что они в этом жанре, они получают сами по себе удовольствие. Да, каждый из актеров, они на месте. У вас есть развитие конфликта, которые заканчиваются вот этой вот яркой, игровой, но сдержанной доминантной. Это образ Биг Бена, да, зайчика? Время. Часов. Это время, да. Пластично такое. Да, есть рождение самого общения, самого спектакля и образности. Вообще великолепные артисты. Вроде бы очень хорошие артисты. Да. То есть все сошлось вот так, если вспомнить дядю Гошу. Театр и телевидение, прям вот то же самое происходит у Лиды. Лида без театра жить не может, она играет в какой-то любительской театральной студии. Вы понимаете, какая странная связь? Я же просто в сплошной мистике нахожусь. В судьбе Валентины Александровны все происходило на уровне тонких материй. И от того, в какое русло вело нашу героиню течение жизни, все равно судьба приводила ее именно туда, куда надо. Будь то телевидение, театр или университет. Все складывалось так, словно этого хотели высшие силы. Наверное, такое может происходить только с теми, кто сам обладает некой мощью, способной притягивать к себе лучшее, светлое, нужное, как это умеют делать только ангелы. Мама солнечная, мама рыжая, ангел всепрощающий. Она очень теплый человек. Мама – это просто субстанция, которая есть, и все. Мама удивительно красива, как у всех детей красива мама. Объективно, может быть, ничего особенного в ее внешности нет. В молодости у нее даже передние зубки были кривые, это было видно. Один зуб на другой так заходил. Но это было очень мило. А у мамы были веснушки. И я сказала ей: мама, я хочу, чтобы у меня тоже были веснушки. И стала так у нее руками с лица себе так воображаемые веснушки налепливать. И она очень смеялась. И мне было так хорошо, и было такое солнце. Вот это такой мимолетный, какие-то такие теплые моменты. От мамы вот такое тепло. Я помню, конечно, как она меня обнимает на ночь. Вот это, когда я читала Пруста «В сторону Свана», в поисках утраченного времени, у нее там первая, по-моему, часть как раз про то, как мама приходит вечером его обнимать, и как папа запрещает однажды это сделать. И он описывает, какое громадное значение для него вот это имело, вот это мгновение перед сном, поцелуй мамин. Вот я его очень хорошо понимала. Вот для меня тоже это было. Потому что вот сейчас мама придет, наклонится передо мной, и все. И вот это
вот это растворяешься в чем-то. Я ей говорю: мама, ты пахнешь конфеткой. Вот у меня есть ее старенький кошелек такой, ну типа сейчас бы сказали косметичка. Он сохраняет аромат. И я иногда припадаю к нему, такой: маме, плакать буду. Наверное, не каждому взрослому человеку удается проронить слезу, если он вдруг на мгновение по какой-то случайности улавливает запах своей мамы. Именно поэтому Валентине Александровне, зрелой и мудрой женщине, сегодня всего лишь 5 лет. Это маленькая Валюша. Она сидит у мамы на коленках, теребит ее кошелек и беззаботно смеется. Ну а потом Валентина Александровна становится старше. Но чем дальше она идет по жизни, тем четче и ярче всплывает перед ней образ ее мамы, так похожего на ангела. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.